эфире «Якутия-24». Главное событие уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Платить или не платить? Регионы разработают программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Опасно для жизни. Почему обычный обед в одном из вилюйских кафе стал причиной отравления 17 человек? Пугающие цифры. Десятки погибших и сотни пострадавших. Какова статистика дорожно-транспортных происшествий на дорогах Якутии? Современные технологии и оборудование. Глава республики осмотрел социально значимые объекты Ленска. Большой потенциал для привлечения инвестиций и развития предпринимательства. Переработкой и производством уникальных строительных материалов займутся ученые и специалисты в Сунтарском районе. Халтамджамп-2019 в Южной Якутии прошел второй открытый фестиваль Дальнего Востока по водному экстриму. Кто стал главным хедлайнером мероприятия? Программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций начали разрабатывать регионы страны. Закон вступил сегодня в силу. Для этого будут задействованы сразу 3 источника – федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховщиков. Первыми программы запустят в пилотных регионах – Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Новосибирской областях и других регионах. Систему оплаты, суммы оплаты и возмещения будут определять региональные власти, в том числе с помощью правил, разработанных правительством страны. К слову, подсчет ущерба от пожаров за первое полугодие текущего года уже произвела Счетная палата России. Это почти 2,5 миллиарда рублей. По данным последних проверок ведомства, к основным причинам ущерба относятся нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами. Работы по мониторингу продолжатся и дальше. Такое поручение Счетной палате дал президент России. Именно лесные пожары в Намском и Кобяйском районах стали причинами небольшого задымления в столице региона. Борьба с очагами возгорания по-прежнему продолжается в Якутии. Для этого задействованы и сотрудники МЧС из других регионов. В частности, 40 человек Камчатского спасательного центра работают у населенного пункта Кылай. Еще 40 человек тушат пожары в поселке Кимпиндяй Сунтарского района. 2 самолета Б-200 за сутки произвели 26 сбросов, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты в Сунтарском и Усть-Алданском районах. 2 вертолета Ми-8 работают в поселке Батагай и селе Сунтар. За сутки произведено 4 сброса. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах Республики Саха-Якутия. Фактически небольшая дымка наблюдалась в 21 населенном пункте и 6 муниципальных районах. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов. Проводится наращивание сил и средств ведомства на территории региона. Наше ведомство и правительство Республики Саха-Якутия держат ситуацию на постоянном контроле. Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и не только стали основными причинами отравления 17 человек в одном из вилюйских кафе, вследствие чего прокуратура возбудила уголовное дело. Напомним, в середине прошлого месяца 10 несовершеннолетних и 7 взрослых, пообедав в одном из мест общепита города, после обратились в больницу. Им поставили диагноз сальмонеллез, а 2 несовершеннолетним диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит. Лабораторные исследования показали, что в образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки и рода сальмонелла. Проведенный совместно с Вилюйским территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия проверочными мероприятиями в указанном кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Лабораторными исследованиями установлено, что в отобранных смывах помещений кафе и образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки и бактерии рода сальмонелла. Вода питьевая содержала общие колеморфные и термотолерантные колеморфные бактерии. Решением Вилюйского районного суда деятельность указанного кафе приостановлена на 90 суток. 40 погибших и 600 пострадавших. Таковы неутешительные цифры по ДТП на дорогах республики с начала этого года. Каковы же основные причины аварий и о дорожной статистике расскажет наш корреспондент Сусанна Рожина.
Всю республику потрясло крупное ДТП, которое произошло утром 15 июля на 138-м километре федеральной трассы Вилюй. В результате лобового столкновения микроавтобуса Toyota Hiace и грузового автомобиля Mitsubishi Canter погибли 3 человека. Водитель грузового автомобиля и 2 пассажира микроавтобуса. 5 человек получили различные ранения. Установлено, что водитель Хайса выехал на высокой скорости на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем. При этом он сам остался жив, и сейчас следственные органы устанавливают причины произошедшего. Известно, что водитель Toyota Hiace вез пассажиров из Якутска в Вилюйск. При этом он сам остался жив, и его выбросило из машины. Еще одно крупное ДТП, и тоже на федеральной трассе Лена, произошло в Алданском районе. Тогда погибли 2 человека. Причина та же – превышение скоростного режима. По ДТП от 15 июля на территории Горного района в настоящее время следственными органами проводится проверка. Назначено проведение, в том числе автотехнической экспертизы, которая установит все причины и обстоятельства совершения данного ДТП. Однако уже сейчас можно сказать с уверенностью, что одной из причин являлось несоблюдение скоростного режима. Как мы видим, основными причинами ДТП на федеральных трассах является превышение скорости и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также, согласно статистике ГИБДД, с прошлого года у нас отмечается снижение показателей общей аварийности на дорогах. Вот, допустим, если в 2018 году у нас было совершено 543 ДТП, то в этом году 450. При этом погибло в прошлом году 59 человек, в этом году 41 человек. А ранения получили 716 в 2018 году и 611 человек в этом году. И более 3000 человек уже с начала этого года были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году. Поэтому сейчас все сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим работы для борьбы с пьяными водителями и регулированием ситуации на дорогах. А если говорить о аварийности на дорогах местного и регионального значения, то основными причинами является, конечно же, плохая видимость, поэтому на этих участках ведется работа по обеспыливанию. О том, какие методы еще могут снизить количество ДТП, мы поинтересовались у населения. Мне кажется, сделать поменьше сплошных, везде сплошные дороги, все перекрыли, там никаких поворотов нету, и это все как-то затупляет все движение. Ремонтировать нужно. Качественно надо строить дороги, чтобы были дороги приличные. Но надо соблюдать правила дорожного движения. Двойные сплошные надо точно убрать. Очень мешаются. Сейчас более-менее так, по сравнению, допустим, 10 лет назад и так далее, вот более люди там, культурнее стали на дороге. Да. Впрочем, как мы видим, все-таки культуры понимания того, что пьяными садиться за руль нельзя, этого еще у нас не хватает. Поэтому люди продолжают нарушать закон. Ну, а как мы знаем, ПДД у нас написано кровью. И за каждой сухой статистической цифрой человеческая жизнь и трагедии семей. Как мы видим сейчас на графике, ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, также снижается. Если в прошлом году было 68 водителей, в этом году 47. При этом погибло 18 человек. В этом году, слава богу, пока 11. При этом ранения получили 98 человек и 64 человека получили ранения уже в этом году. Такова ситуация на дорогах сегодня. И в продолжение темы. На 2 участках трассы Колыма в Магаданской области и Якутии временно закрыто движение для всех видов автотранспорта. Сход каменной осыпи общей длиной 200 метров произошел сегодня в 130 километрах от поселка Уснера. В 12 часов 45 минут по местному времени движение транспорта ограничили. Для устранения последствий и расчистки проезжей части задействована спецтехника. Кроме того, в связи с продолжительными проливными дождями и поднятием уровня воды в реке Нихай на участке капитального ремонта моста произошел частичный размыв временной объездной дороги. Дорожники незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Это отсыпка земляного полотна и укрепительные работы. Организовано круглосуточное дежурство дорожной техники.
На этом неудобство для автолюбителей не заканчивается. На автодороге Умнас в Хангаласском районе временно перекроют движение. Связано это с ремонтными работами на 102-м километре. Ограничения будут действовать в ночное время с 22 часов до 4 часов утра завтрашнего дня. Отмечается, что ремонт участка идет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году дорожные работы в рамках нацпроекта ведутся на 41 объекте общей протяженностью 150 километров. Для реализации планов в Якутии предусмотрено 4 миллиарда рублей. А тем временем в Сангарах ожидание местных жителей превращается в несбыточную мечту. Почему в поселке приостановлена работа по укладке дорожного полотна, расскажет Саргалан Захарова. Больше 2 лет прошло с начала ремонта дороги в поселке Сангар. 3 с лишним погонных километра еще в прошлом году должны были порадовать жителей ровной асфальтированной дорогой. Однако сроки затянулись. Работы начались с опозданием на 2 месяца. В августе. Закончились уже к холодам в сентябре. Более того, в результате вместо 2 слоев асфальта по сей день лежит всего 1. Нынче вообще тишина. Должны были начать чуть ли не с мая. А вот, говорят, денег заказчик не дает ГУПу. Остановились ремонтные работы не без причины. Есть вопросы по качеству выполненных дорог. Выполненных работ точнее. 1 августа были взяты очередные пробы асфальта и отправлены на независимую экспертизу. В общей сложности с прошлого года взяли 16 проб нового асфальта. По оценке заказчика управления дорог республики соответствуют требованиям. Из них всего 4. Теперь заказчик платить подрядчику за некачественную работу отказывается. В свою очередь исполнитель ГУП ЖКХ решил искать правду в суде. Тем временем работа стоит. ГУП ЖКХ обратилась в арбитражный суд по взысканию задолженности по контракту в размере 52 миллионов рублей. Но в свою очередь по состоянию на декабрь 2018 года подрядчикам не исполнены обязательства по выполнению объемов работ, предусмотренных в июля месяца по сентябрь 2018 года на общую сумму 86 миллионов рублей. Суд запланирован на 26 августа. А пока идут споры, кто прав, а кто нет, жителям придется ездить по недоделанной дороге и гадать, когда же вернутся строители. К слову, в управлении заверили, ремонт все же завершат, но вероятнее всего уже только в следующем году. Саргалана Захарова, Марк Филиппов, Константин Сметанин, Кобяйский, Улус, Якутск. План по обеспечению грузами для нужд республики выполнен на 62%. На сегодня отгружено 767 тысяч тонн и доставлено 631 тысяча тонн, что составляет 51% от плана. Всего в этом году должны завезти 1,2 миллиона тонн жизнеобеспечивающих грузов в районе республики. Из них почти 340 в арктические районы. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Современные технологии и оборудование. Глава республики осмотрел социально значимые объекты Ленска. Большой потенциал для привлечения инвестиций и развития предпринимательства. Переработкой и производством уникальных строительных материалов займутся ученые и специалисты в Сунтарском районе. Халтам Джамп 2019. В Южной Якутии прошел 2-й открытый фестиваль Дальнего Востока по водному экстриму. Кто стал главным хедлайнером мероприятия? Якутия-24. Главные итоги уходящего дня. Глава республики завершил осмотр социально значимых объектов в Ленске. Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии детского сада на 315 мест. Строительство этого дошкольного учреждения началось в мае 2016 года и велось в рамках соглашения государственно-частного партнерства с компанией King-95. Детский сад рассчитан на 13 групп раннего, среднего, старшего дошкольного возраста. Здание отвечает всем госстандартам, укомплектовано современным технологичным оборудованием. В скором времени туда планируют перевести 184 ребенка из старого здания детского сада «Теремок» и принять более 130 новых воспитанников. Руководителем дошкольного учреждения назначена заведующая «Теремка» Ирина Клюкина. Открытие детского сада меня очень порадовало. Я всегда говорил и буду говорить о том, что детские сады у нас должны быть построены очень качественно, очень красиво. Не просто для того, чтобы дети туда приходили и попадали под присмотр воспитателей, а самое главное, чтобы наши дети там получали качественное уже дошкольное образование. Мы никогда не должны забывать, что детские сады как раз для этого именно созданы.
Кроме того, еще одной из важных целей поездки, помимо осмотра соцобъектов, стал вопрос переселения. Сан-Николаев побывал в домах, предназначенных под снос в этом году, и пообщался с жителями, которые поделились своими проблемами и лично смогли задать вопросы главе, например, касающиеся размера компенсации и доплат для тех, кто выбрал переселение в новый жилфонд. Мы переезжать собрались, как бы уже в планах было это у нас, и вот сейчас на компенсацию встали. Но в принципе компенсация нас устроила. Сколько? Да, потому что почти 41 тысяча квадрат. Ну, на нашем рынке в Ленске мы бы, конечно, за такую сумму не продали. Большой потенциал для привлечения инвестиций и развития предпринимательства. Индустриальный парк, строящийся в селе Устье, станет толчком развития промышленных технологий в Сунтарском районе. Председатель правительства Владимир Солодов посетил территорию опережающего развития, где начнут реализацию проектов, связанных с переработкой и производством уникальных строительных материалов из циолита, переработкой кемпиндейской соли, древесины, созданием круглогодичной теплицы. Отмечается, что в будущем массовое производство строительного материала станет качественной и более дешевой заменой цементным блоком. А это важный фактор с учетом объемов ликвидации аварийного и ветхого жилья, подчеркнул премьер. Посетили производственные площадки, связанные с добычей соли. Уникальные такие вещи, нигде в мире такого нету. Где соль сейчас производится методом замораживания. И кроме того, посмотрели потенциальную площадку, которую мы будем предлагать Министерству по развитию Дальнего Востока включить в территорию опережающего развития. Здесь планируется производство строительных материалов на основе уникального материала циолита. В Алроса начали работу внутренние тренеры по промышленной безопасности. Специалисты прошли обучение в Центре подготовки кадров и стали полноценными преподавателями для сотрудников компании. Как проходят лекции и когда начнется набор слушателей для второго потока, готов рассказать Роман Токмаков. Сегодняшняя наша встреча носит информационный характер, поэтому попрошу ваши телефоны включить, встать в звучный режим. Все вы знаете, что большинство объектов компании – это объекты повышенной опасности. Поэтому один из ключевых принципов компании – это сохранение жизни и здоровья всех сотрудников. Наши рудники имеют сложные горно-геологические условия эксплуатации, к которым относятся вечная мерзлота и газа, нефти, водопроявления. Сегодня мы с вами поговорим о газе, в частности, о метане. Рудник интернациональный. Перед коллективом выступает выпускник первого потока Института внутренних тренеров по промышленной безопасности. В форме непринужденного общения с применением различных роликов и презентаций он доносит до слушателей главную информацию, которая может спасти их жизни в экстремальной ситуации. Подобные семинары подобного формата у нас проводятся не так часто, можно сказать, что впервые. И для людей, и для персонала, для инженерно-технических работников интересен такой формат. Представленные презентации показывают нам все риски и опасности, существующие на рудниках, на подземных горных выработках. Для участия в программе было отобрано 33 человека, но до финала дошли единицы. В итоге в штат Центра подготовки кадров приняты 6 выпускников Института внутренних тренеров. Сменив производство на преподавательскую деятельность, они целыми днями составляют проекты, а также ищут интересные и новые формы обучения. Задачи, которые перед нами поставили, это разработка в доступной форме программ обучения, их проведение и оценка их эффективности, повышение лидерства у ответственных за уровень безопасности на производстве, также повышение общекорпоративной культуры в области охраны труда, ну и в целом повышение лояльности персонала к нашей компании «Алроса». Руслан Ермолович до недавнего времени работал электромехаником на фабрике. Также принял участие в программе и прошел конкурсный отбор. Теперь он внутренний тренер и постоянно выступает перед аудиторией. До этого у меня не было опыта публичных выступлений. Я постоянно боялся публичных выступлений и решил перебороть свой страх. Именно поэтому, наверное, я и сменил направление в работе. Это направление оказалось довольно-таки интересным. Я постоянно узнаю что-то новое, какие-то новые приемы. И действительно ожидания оправдались.
Компания «Алроса» в принципе стремится стать самообучающейся организацией, поэтому мы создали этот институт внутренних тренеров. Первая волна у нас была больше заточена под формирование культуры промышленной безопасности, и внутренние тренеры отбирались на то, чтобы сконцентрироваться на этой задаче. В последующем, во второй волне, мы хотим, чтобы сотрудники сами выступали с инициативой, передавать свои знания, свою экспертизу, становиться вот этими внутренними тренерами и абсолютно на разные тематики там, создавали свои учебные материалы и потом проводили эти программы обучения. Отбор слушателей для второго потока обучения на внутренних тренеров начнется уже осенью. И теперь задача программы – создать тренеров-преподавателей для разных сфер деятельности компании. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Тысячи молодых лидеров со всей России собрались в 5-й раз на образовательном форуме «Территория смыслов». Летняя смена заработала в подмосковном Солнечногорске. Среди участников форума есть и якутяне. С какими идеями отправились наши земляки, узнавал Максим Кардозу. Спокойные воды живописного озера Сенеж навсегда запомнят это лето 2019-го. Сюда приехали молодые люди со всей страны, 6 тысяч человек, на молодежный форум «Территория смыслов». И это самая крутая площадка в стране, где можно представить свой проект. Причем по итогам форума определяются и победители, которые на реализацию собственных идей получают реальные деньги, а это до 3 миллионов рублей. Свои проекты на «Территории смыслов» представили и якутяне. Здесь, на форуме «Территория смыслов», я разработала и презентовала проект «Лидеры Якутии». Будет очень интенсивный образовательный курс, включающий в себя тренинги, семинары по проектной деятельности и встречи с известными людьми в формате диалога на равных, которые поделятся секретами своего успеха. Еще один проект, над которым во время форума работали якутяне, это возможность создания платформы, которая смогла бы объединить волонтеров всей страны. По всей России все волонтеры разбросаны, а их собирают через социальные сети, через объявления мессенджера. Но именно наша идея – это выстраивание эффективной коммуникации между нуждающимися и которые могут предоставить помощь. Чтобы быстрее, эффективно взаимодействовать с органами госвласти, с МЧС, с нуждающимися, мы создаем данную платформу. «Территория смыслов» – это преемник знаменитого Селигера. Правда, условия у постояльцев теперь комфортабельнее. Вместо палаток – временные корпуса. Так сказать, чтобы суровые условия не отвлекали от основной задачи – саморазвития. Организаторы говорят, что получение денег и грантов – это не главное. По их замыслу молодой лидер должен уехать с берегов озера Сенеж с перевернутым сознанием и жаждой учиться и познавать. Мы хотим, чтобы он уехал с развитым критическим мышлением, что сложно и за 5 дней сделать тяжело, но мы хотим внести свою лепту в это, чтобы он действительно оценивал то, что он видит критически, чтобы он задавал вопросы, чтобы он думал, чтобы когда его на жизненном пути будет подстерегать неудача, а такого будет часто, чтобы у него были силы их преодолеть, чтобы он был смелым, чтобы он был лидером своей собственной жизни. Но «Территория смыслов» – это не только скучные семинары и дискуссии, это еще и молодежный лагерь. Песни и танцы тоже никто не отменял. Пацаны, 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 спортивные штаны, штаны! В этом году форум разделен на 6 смен. Они посвящены различным тематикам – политика, IT, экология, возможности, волонтеры и образование. Попасть на Сенеж не так сложно. Главное – успеть подать заявку, разработать проект и иметь желание быть полезным. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Джур Березкин, Солнечногорск, Подмосковье. Современные технологии аудиосистем и прыжки в воду с высоты. В Южной Якутии на водохранилище Нирингринская ГРЭС прошел второй открытый фестиваль Дальнего Востока по водному экстриму Халтом Джамп 2019. Показал ли свой рекордный прыжок чемпиона мира, знает Александра Цевикова. Ежегодные соревнования по автозвуку давно полюбились всему району. В качелях 2019 приняли участие 23 автомобиля, а это на 10 больше, чем в прошлом году. Организация мероприятия на высшем уровне. Соперники тоже обалденные люди. Ну, друзья, почти все друзья. Ну, одно удовольствие только с ними соревноваться. Не то, что доказать, кто лучше, просто это дружеские
баттл. Самой фееричной зоной стали соревнования по клифф-джампингу – прыжки в воду с высоты. В прошлом году вышка была установлена на 4,8 метров, а в этом году планка выросла до 10,5 метров. Участвовать в прыжках могли только лица, достигшие 18 лет, а с 10-метровой вышки только специально подготовленные спортсмены. По поводу прыжков полная какая-то импровизация, что ли, как и в прошлом году. Помимо джамперов, на Халтен-джамп приехал мировой чемпион по трикингу. Свой рекорд 5 винтов с 12-метровой высоты он не смог продемонстрировать из-за недавно полученной травмы. Я из Якутска, живу во Владивостоке, работаю тренером Федерации трикинга. Сегодня показывать мастер-класс на сцене или перед сценой. После проведения плановой программы толпу раскачали специально прибывшие для этого мероприятия из столицы страны рэп-музыканты. Помимо 8-часового полета до Якутска, им пришлось еще 16 часов ехать на автобусе. Но радушный прием нерюнгринцев дал заряд на весь день и даже на всю ночь. Неутомимых читеров Никиту Некоторого в плюсе и мастике нерюнгринцы оценили с первых треков. Вообще впечатлений масса. Я как будто дома нахожусь, как будто не менял дислокацию, если честно. Очень добрые люди, прикольная тусовка. Все в настроении, все на позитиве общаются. Очень приятно находиться среди людей таких, которые тебе добро дарят. Продолжилось мероприятие дискотекой. Прекрасная стереосистема, цветомузыка и всем полюбившиеся диджеи не дали разъехаться молодежи и на всю ночь превратили песчаный пляж в танцпол. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Такими событиями нам запомнится уходящий день. Я на этом с вами прощаюсь. Удачного вечера.